За днем корреспонденты нашего телеканала следят за развитиями событий в республике и за ее пределами. Подводя итоги этой недели, мы расскажем о самых заметных новостях. В эфире программа «Якутия. День за днем», в студии Петр Васильев. И вот о чем мы расскажем сегодня. Продолжается оказание помощи мобилизованным участникам СВО и их семьям. Какие меры предпринимаются? В настоящий момент принят ряд федеральных законов, в том числе связанных с мерами поддержки, направленных на семьи военнослужащих. Отряд «Ботур» вернулся домой. Мы встретились с добровольцами, участниками специальной военной операции. Наличием рано поедем. Я так и сказал командиру, что как только будет собираться наш отряд, я поеду. В Якутии продолжается ремонт дорог. Расскажем подробнее о ходе работ. Главный зимний волшебник страны отправился в большое путешествие. Поезд Деда Мороза прибыл во Владивосток. Праздник к нам приходит. Новогоднее настроение в буквальном смысле привезли сегодня в столицу Дальнего Востока. Третье десятилетие на страже здоровья якутян. Национальный центр медицины отметил свой 30-летний юбилей. Российские войска завершили операцию на Херсонском направлении по переброске группировки российских войск на левый берег Днепра. Туда вывели весь личный состав, вооружение и военную технику группировки. Это свыше 30 тысяч военнослужащих, около 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, а также материальное имущество. Также на левый берег Днепра вывезена вся российская военная техника, подлежащая ремонту. В результате эффективного управления и слаженных действий российских подразделений ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие перенаправлены на левый берег Днепра. Выведенные с правого берега соединения и воинские части российских вооруженных сил заняли укрепления в инженерном отношении и оборонительные рубежи и позиции. Несмотря на попытки противника сорвать переброску российских войск, никаких потерь среди личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств не было допущено. Российскими средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы группировки отражены все попытки нанесения ракетных ударов. Перехвачены 33 реактивных снаряда американской системы залпового огня «Химарс». За минувшие двое суток продвижение украинских подразделений на отдельных направлениях составило не более 10 километров. Огнем российской артиллерии, ударами авиации и применением минно-взрывных заграждений подразделения ВСУ остановлены на удалении 30-40 километров от района переправ через реку Днепр. В настоящее время по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ на правом берегу Днепра наносится огневое поражение. Решение о подводе российских войск из Херсона за Днепр вызвало накануне горячие споры. Информационное поле разделилось. Одни считают, что вести войска нужно напролом, другие, что решение было как никогда правильным. Командующий объединенной группой войск Сергей Суровикин доложил об обстановке в зоне проведения спецоперации на Украине министру обороны России Сергею Шойгу. Из доклада стало известно, что в районе Херсона не только российские военные, но и мирное население и социально значимые объекты постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Цитата. «В этих условиях Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. Жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности. Противник ведет неизбирательную стрельбу по городу. Возможно применение запрещенных методов ведения боевых действий». Конец цитаты. Ситуация может обостриться, если ВСУ удастся разрушить плотину Каховской ГЭС. Это большая угроза как для военных, так и для населения. Разрушение плотины приведет к затоплению населенных пунктов и огромному числу жертв. Российские военные окажутся отрезанными на правом берегу Днепра. Помимо сохранения живой силы и боеприпасов, тактика отступления за Днепр создает условия для формирования ударного кулака и продвижения российской армии вперед. Война – это не только наступательные движения. Бывает так, что командующим необходимо сохранить жизни военнослужащих, чтобы в дальнейшем выполнить поставленные задачи. Уверен, что в скором времени мы снова повесим над администрацией Херсонской области наш российский флаг. Отряд «Ботур» вернулся домой. Солдаты прилетели несколькими рейсами в Якутск на прошлой неделе. Как их родные встретили и какой боевой дух у наших солдат, узнавала Светлана Амосова. 28 июля 105 солдат добровольческого отряда «Батур» отправились на Украину. В первые дни бойцы находились в Харьковской области. Их разбили по нескольким населенным пунктам. Там были позиционные бои. Затем всех перекинули во второй Лиман, а после ребята направились в Донецкую Народную Республику и участвовали в боях в местах Пески-Радьковский и Редкодуб. Бойцы отряда «Батур» приняли участие в боевых действиях в Луганской Народной Республике и группами начали возвращаться домой. С приездом домой на родину, как вас встретили ваши родные, близкие, друзья?
Ну, все были радостны, и прежде всего они были рады, то, что я вернулся живой, ну, здоровый. И, ну, впечатлений было много, конечно, и у дочери слезы, у жены слезы. Но я, естественно, был рад, что я вижу их, и поэтому мне было очень приятно. После возвращения домой добровольцы отмечают, что на фронте нет никого ближе боевых товарищей, ведь именно они придут на помощь в тяжелой ситуации. Я могу сказать, да, это слаженно боевые, ну, как сейчас называемся, братья, товарищи, которые героически, смело, отважные. Вот, можно привести много примеров, даже по нашему отряду. Дух у наших ребят, бойцовский дух, всегда был на высоте. Мы себя проявили достойно в бою, как говорится, не отступили, дрались до последнего. Ну, если надо будет второй раз, я бы сниму вообще 100%, не думать, поехал бы. С ним можно. Ну, уже проверенные товарищи, в бою не бросят, не оставят. И слаженный коллектив. В памяти у участников боевых действий есть свои герои. Это земляки, которые, несмотря на сильные ранения, упорно продолжали биться и стреляли врага. Ребята дрались мужественно, стойко. Позывной Тяня и Алексей позывной Ивенко. Эти ребята, я считаю, они вообще героически сражались до последнего. Поскольку мы находились в окружении, Алексей, значит, держал позицию позади, а Евгений, который умер потом в госпитале, значит, он сдерживал позицию спереди. Ну, вот он раненый, он стреляет. Мы удивлялись и потом после этого, как две ноги ранены, кровью истекает, а он все равно стреляет. До тех пор, пока пулемет не заклинил. И тогда Венг, ну, в голову был ранен, там кровь бежит, он говорит: ну, давайте я буду заряжать патроны, а вы стреляйте, ребята, только стреляйте. На фронт ушли молодые 20-летние парни и ветераны боевых действий. И у каждого есть своя история. Например, Батора рассказывает, как сложно было на разведке в тылу врага, особенно с добычей воды. Получается, мы только 7-го заезжаем, 2 дня в Макаровке лежим. Потом к нам подошли армейцы с 200-й бригады и сказали, нужна разведка в тыл врага. На пару дней сказали. Пешком, получается, по низинам, оврагам, по болоте пошли. 4 километра, если я не ошибаюсь. Мы там, получается, уже окапываемся, даем наводки, корректируем. И также у нас самое сложное это было воду набирать. Водоем у нас был где-то от 500 километров примерно по карте было показывало. И вот туда под утро только ходили, чтобы с украинцами не встречаться и спокойно набрать воды. Из бойцов добровольческого отряда «Батур» 7 человек представлены к медали за отвагу. 9 мужчин к ордену мужества, из них 8 посмертно. И 18 человек получат медали Суворова. Это герои Якутии и России, которые встали на защиту своей родины и бились с врагом до конца. Светлана Амосова, Владимир Павлов, Семен Семенов, Джелус Иннокентьев. День за днем. Якутск. Президент России Владимир Путин поручил представителям правительства предложить способы контроля за расходами на специальную военную операцию и обеспечить армию с учетом реальных потребностей. Президент отдал ряд поручений после Координационного совета по обеспечению ВС Российской Федерации, которое прошло в начале ноября. Одно из них – представить способ контроля траты денег из федерального бюджета на обеспечение спецоперации. Помимо этого, Путин обязал обеспечить армию с учетом реальных потребностей и нужд. По его инициативе профильные чиновники должны привести нормативы обеспеченности военнослужащих материальными средствами в соответствии с актуальными потребностями во время спецоперации, а также учитывать интенсивность использования и износ. Также глава государства поручил выстроить механизм для оперативного информирования между подразделениями в зоне СВО и производителями вооружений. Ранее Путин призвал представителей профильного совета выстроить деятельность таким образом, чтобы достичь конкретных результатов, модернизировать работу и оперативно решать проблемные вопросы военнослужащих, а также усилить координацию между силовиками и представителями экономических ведомств и региональной власти. В Якутии продолжают оказывать поддержку членам семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Так, например, школьникам и студентам из семей военнослужащих оказывают специальные меры поддержки. Продолжается прием заявлений от студентов средних специальных и высших учебных заведений, членов семей военнослужащих для получения дополнительной стипендии в размере 5607 рублей в месяц. Начались выплаты дополнительной стипендии. По данным Миноборнауки, первые уже получили 30 человек. Стипендия назначается не только студентам вузов и СУЗов на территории региона, но и обучающимся в учебных заведениях за его пределами.
Студенты из семей военнослужащих также могут перевестись с платного обучения на целевые места, финансируемые из бюджета республики. Кроме этого, социальные меры поддержки предоставляются школьникам и детям дошкольного возраста. На текущий момент поступило порядка 190 заявок в детские лагеря отдыха. И это далеко не полный список мер. Мобилизованным предоставляется единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей и дается освобождение от родительской платы за посещение ребенком детского сада. Кроме того, дети мобилизованных и добровольцев обеспечены бесплатным питанием во всех муниципальных и государственных образовательных учреждениях региона. Родителям участников СВО компенсируют расходы на санитарно-курортное лечение. В числе прочего, семьи мобилизованных и ветераны боевых действий получат субсидию на газификацию дома в размере 150 тысяч рублей вне зависимости от уровня доходов. Еще одной мерой поддержки для участников СВО стало освобождение от уплаты транспортного налога. Недавно в Минобороны объяснили, от чего зависят выплаты мобилизованным. Минимальный размер начисленных выплат мобилизованным гражданам составит 195 тысяч рублей. Причем большая часть из них, установленная президентом России, социальная выплата, не будет облагаться подоходным налогом. В ноябре эти выплаты начались досрочно, с 8 ноября. Итак, из чего же состоят эти выплаты? Ежемесячная социальная выплата, которая была установлена президентом России, составляет 158 тысяч рублей. Выплата военнослужащему, которая зависит от оклада по воинской должности, по воинскому званию, а также от выслуги лет. Также могут быть установлены дополнительные ежемесячные надбавки за особые условия военной службы и особые достижения. Такие выплаты могут быть установлены, как и всем военнослужащим, в соответствии с приказом министра обороны Российской Федерации от 2019 года. Минимальная сумма выплат военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации, составит 195 тысяч рублей. Такую сумму можно будет получать, например, рядовому на должности мотострелка. Выплаты офицерам будут больше, поскольку денежное довольствие зависит от воинского звания и должности. Так, командир взвода получит около 225 тысяч рублей, а командир батальона около 243 тысяч рублей. Социальная выплата в размере 158 тысяч рублей, установленная президентом, не облагается подоходным налогом. Остальная часть, которая зависит от звания, должности и выслуги лет, будет облагаться подоходным налогом в размере 13%. Так, у мобилизованного рядового в должности мотострелка налогом будут облагаться 37 тысяч рублей, а у командира взвода в звании лейтенанта около 68 тысяч рублей. Денежные средства будут начисляться на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц военной службы. В сборе гуманитарной помощи для мобилизованных активно помогает Северо-Восточный федеральный университет. На этой неделе очередную, четвертую уже по счету партию груза для бойцов из нашей республики доставили в штаб «Якутия с тобой». Головной вуз республики открыл пункт сбора гумпомощи более месяца назад. Как отметил ректор Анатолий Николаев, в стенах учебного заведения собирают не только теплые вещи и медикаменты, активно также проводят и сбор денежных средств от сотрудников. В скором времени доставленная в штаб от университета помощь отправится в военной части Восточного военного округа, где бойцы из республики проходят боевое слаживание. Мы, конечно, тоже волнуемся за наших студентов. Несколько студентов поехали добровольцами. Да, несмотря на то, что очники разрешено было не мобилизоваться, да, есть сотрудники, которые туда выехали. Мы, конечно же, беспокоимся, да, и правда за нами. Мы поддерживаем наше государство, президента, всех наших соотечественников, да, чтобы как можно быстрее вот эта миссия завершилась победой, да, и вот эта миссия, которую мы сегодня принесли, это не одноразовая. Мы регулярно будем оказывать помощь непосильную, которая как бы приблизит нашу общую победу. Якутия передала автотранспорт российским военным. Торжественная церемония передачи автомашин состоялась на плацу воинской части в Бурятии. На построении подразделения представитель Якутии Владислав Кутанов выразил уверенность, что военные с честью выполнят свой долг, а переданный Якутии автотранспорт поможет в выполнении боевых задач. Командир части передал через представителя республики благодарственное письмо в адрес главы Якутии, а также берет и тельняшку – символы мужества, чести и верности Родине. В Москве продолжает свою работу движение «Волонтер Саха». Сегодня в их рядах уже насчитывается около 100 человек. Это многодетные мамы, солдатские матери, студенты и якутяне, проживающие в Москве и Санкт-Петербурге. Они помогают раненым бойцам спецопераций в госпиталях, собирают продуктовые наборы и приносят домашнюю еду. Подробнее о работе волонтеров и как с ними связаться в сюжете Айсены Бурнашовой. К утиному супу, конечно же,
мясо. Тоже разделили на 2 порции. 2 порции для 2 раненых бойцов из Якутии. А еще в госпиталь поедет рыба. Ее вместе с мясом дичи специально привезли в Москву из Якутии. Домашняя еда, продукты с родины. То, почему так скучали бойцы с передовой, доставляется в госпиталь день в день. Пока один волонтер на кухне, другие в магазине. Выбирают продукты и вещи для госпитального набора. Средства гигиены, душевые принадлежности, белье стоят первыми в списке. Бойцы также просят привезти сладости, делятся волонтеры, называют их маленькими радостями. Например, кофе, чай, влажные салфетки, печеньки, сладости, шоколадки. Все, что разрешается медиками в госпиталях. Бойцы из Якутии проходят лечение в разных госпиталях Москвы и области. Волонтеры Саха пытаются помочь каждому. Часто раненым нужна просто поддержка и внимание. Сына, привет. Ну вот сегодня первый снег пошел. Вот это вот произошло, да? И вот в один день он мне позвонил с незнакомого номера и говорит: мама, я жив. Хочу вот выразить благодарность Саха волонтерам, то, что они вот заботятся о наших сыновьях, братьев. Движение начало работу 21 октября. Сегодня в его рядах уже около 100 человек. Идейным вдохновителем стала Аина Храмова, жена боевого офицера. Специальная военная операция идет. Таких людей, как бы нам не хотелось, будет еще много. И подумала, что неплохо было бы создать объединение какое-то, навещать уже раненых наших бойцов. Многодетные мамы, студенты Щепкинского училища, якутяне из Москвы и Якутии. Сегодня волонтеры – это и те, кто участвует в денежном сборе. Так, усилиями земляков менее чем за месяц уже собрано 200 тысяч рублей. За выходные у нас расходы где-то около 80 тысяч. Чтобы одеть, обуть одного солдата, это 50 тысяч на одного минимум приходится. Волонтеры Саха надеются, что к ним присоединятся медики и юристы, чтобы помощь бойцам оказывалась широким фронтом. Стать волонтером может каждый. Главное условие – желание помочь. В колл-центр можно позвонить ИКЦ. Найти нас – это самое простое. Вот они передают, вот соседям находятся в кабинете, они передают все нам. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Джур Березкин, Москва. Пример организации «Волонтеры Саха» отлично иллюстрирует крылатую фразу «лучше малая помощь, чем сотни громких причитаний». По их примеру, сегодня любой желающий может обратиться в волонтерские штабы и организации, чтобы оказать мобилизованным и их семьям любую посильную помощь. Как, например, это сделали жители Чурапчинского района. Они собрали из собственного запаса около 50 уток. Организатором сборов выступила мама солдата, идейный вдохновитель сообщества Светлана Диадорова. До этого на ее клич в социальных сетях откликнулись земляки, родственники и друзья. Собранные 2 мешка уток уже доставили в Москву. Вторую партию дичи помогли разделать студенты и преподаватели колледжа технологии и управления Арктического государственного агротехнологического университета. Помощь якутянам отправили в военный госпиталь имени Николая Бурденко. Эта работа проводится даже с воспитательной целью, поскольку студенты с воодушевлением это приняли, и каждый с желанием и охотой приступили к этой работе. Все преподаватели, диспетчеры, мастера производственного обучения приняли активное участие, никто не стоял в стороне. Всегда мы рады помочь всем, кому нужна эта помощь. Якутские врачи вернулись из ДНР. Почти 3 недели бригада из 10 специалистов из разных городов республики помогала жителям новых регионов, где при киевском режиме люди не всегда могли получить элементарные консультации и лечение. В город Кировское, который курирует Якутия, в местную больницу доставили современное оборудование и медикаменты. Наши врачи приняли более 2500 пациентов. Проводились сложные операции, обследования, назначалось лечение, были консультации для местных работников, как перестроиться на российскую систему здравоохранения. Такой квалифицированной помощи жители города Кировска не могли получить долгие годы. Многие специалисты, которые были в больнице, покинули ее, и, соответственно, долгое время пациенты не могли получить элементарные консультации. Поэтому у нас в команде были врачи-кардиологи, невролог, был УЗИ-специалист, был рентген-лаборант, который смог запустить маммограф, который не работал в этой больнице, и
Он стоял просто без дела и смог провести 339 исследований. И на некоторых из них были выявлены патологии, связанные с онкологическими заболеваниями. Этих пациентов отправили на дальнейшее обследование. И это очень важно, потому что в онкологических заболеваниях это в первую очередь работать на предупреждение. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. Это программа «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. Во Владивостоке прошло заседание Совета при полномоченном представителе президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, которое традиционно посвящено решению актуальных и стратегических вопросов развития Дальнего Востока. В столице Приморья собрались главы 11 регионов, руководители федеральных министерств и ведомств. Минувшее заседание посвятили важным для макрорегиона темам: обеспечению потребностей вооруженных сил России в период СВО, реализации национальных проектов за 4 года и ключевых задачах до 2024 года, а также исполнению президента на Восточном экономическом форуме. Губернаторы Дальнего Востока, скажем, получили задание по восстановлению территории, присоединившихся к Российской Федерации в ходе референдума. Они туда выезжают, мы туда выезжаем, мы вместе добиваемся того, чтобы у людей были нормальные условия жизни, чтобы было восстановлено теплоснабжение, водообеспечение, чтобы вовремя дети пошли в школу. Вся эта работа в 2022 году выполнена в полном объеме. Развитие Дальнего Востока традиционно в фокусе руководства страны. Амбициозные задачи требуют консолидации ресурсов и ежедневной ответственной работы. Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики отметил ключевые темы, которые поднимались на заседании Совета при полномоченном представителе президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Рассматривали вместе со всеми главами субъектов Дальневосточного федерального округа ключевые поручения президента, их 33 поручения по итогам форума. И основной блок, 10 поручений, касаются как раз улучшения дальневосточных городов, задействования новых механизмов и задействования механизма дальневосточной концессии, по которой уже 10 проектов уже реализуются, и перспективный портфель проектов, который в ближайшие 3 месяца будет выноситься на правительственную комиссию, составляет более 50 миллиардов рублей, еще порядка 13 проектов. В Якутии построили 3182 газопровода ввода при плане в 2041, а пуск газа произведен в более чем 1860 домовладений. Для полной реализации проекта на этот год имеется вся необходимая трубная инфраструктура и газовое оборудование. В лидерах по пуску газа в домовладениях находятся Чурапчинский, Мегино-Кангаласский и Горный районы. Глава республики уверен, что газификация населенных пунктов сейчас пройдет более быстрыми темпами. Заявки на соцгазификацию можно подать через портал госуслуг, через сайт Сахатранснефтегаза, а также через единый портал оператора газификации. До конца года в микрорайоне Прометей Якутска построят самую большую школу в республике. В здании площадью более 15 тысяч квадратных метров будут обучаться 990 учеников. Образовательный процесс здесь начнется с 1 сентября следующего года, а сама школа рассчитана на 33 класса по 30 детей. Классы будут с обучением на якутском и русском языках. Напомним, один из главных объектов к столетию республики строится в рамках национального проекта образования и республиканского проекта «Современная школа». Перейдем от строительства важнейших социальных объектов к строительству и вводу жилья. В республике продолжается реализация одного из самых масштабных проектов по квартальной застройке. Это возведение квартала «Звездный». В 2014 году Министерство обороны передало республике земельный участок размером 600 гектаров, и на нем началось строительство нового современного жилого квартала. В новом квартале запланировано строительство 26 многоквартирных домов площадью более 260 тысяч квадратных метров. Подробности в материале Александра Хавренко. В республике продолжается реализация одного из самых масштабных проектов по квартальной застройке – возведение квартала «Звездный». В 2014 году Министерство обороны передало республике земельный участок размером более 60 гектаров, и на нем началось строительство нового современного жилого квартала. В новом микрорайоне запланировано строительство 26 многоквартирных домов площадью более 26 тысяч квадратных метров. До Нового года застройщик сдаст первый этап – сектор А, в котором расположились 7 многоквартирных домов.
Буквально на той неделе приняли тепло от нашей ресурсно-снабжающей организации. Надо, конечно, дать им отдельное спасибо за это. Это ГУП ЖКХ. Все сделали в срок. Сейчас дома буквально уже прогрелись. И, соответственно, сейчас продолжаем внутреннюю отделку домов, потому что все эти квартиры у нас сдаются под ключ. И также снаружи, как мы с вами видим, приступили уже к фасадным работам на всех 7 домах. Уже сейчас начаты работы в секторе С, где возводится первая очередь из 10 многоквартирных домов. Кроме строительства жилья, в Звездном планируется и возведение социальных объектов, которые позволят микрорайону стать максимально автономным. Планируется строительство поликлиники на 600 посещений в смену. Да, деньги уже предусмотрены, запланированы. В настоящее время ведется проектирование. Со следующего года уже начнется активная фаза строительства. Школа на 990 учащихся. Также средства предусмотрены, ведутся проектирование. Помимо этого, уже с начала следующего года начнется строительство детского садика. Да, и в следующем году мы планируем строительство спортивного объекта. Это хоккейный корт с универсальным спортивным залом. Не секрет, что жилые квадратные метры дорожают год от года. Квартальная застройка, подобная Звездному, позволит сдержать рост цен. Одновременное выведение на рынок большого количества квартир по законам рынка должны повлиять на ценообразование в сторону снижения. В следующем году уже планируем на рынок жилья вытащить больше 130 тысяч квадратных метров жилья и за счет этого, да, обеспечить, по крайней мере, не такой рост стоимости квадратного метра, который наблюдается у нас в последние годы. При этом отмечу то, что сегодня по тем 7 домам, которые в этом году вводятся, да, компанией-застройщиком, цена на рынке жилья была на 10-15% ниже, чем сложилось по городу Якутск. Первые ключи от новых квартир жители Звездного получат уже в начале следующего года. А в их числе и переселенцы из ветхого и аварийного жилья, и дети-сироты. А к 2024 году весь квартал Звездный будет сдан в эксплуатацию и послужит примером для дальнейшего развития квартальной застройки в республике. Александр Хавренко, Джелус Иннокентьев, Владимир Павлов, Якутск. Главную транспортную артерию Якутска, проспект Ленина, в минувший четверг частично открыли для движения автомобилей. Пока движение открыто на участке от улицы Каландарашвили до Курашова. Здесь уже завершены работы по проезжей части, установлены опоры освещения, дорожные знаки и светофоры. Движение на проспекте организовано по временной схеме с дополнительным ограничением скорости до 40 км в час. Хотел бы обязательно отметить, что у нас полностью на проспекте установлены новые светофорные объекты в количестве 8 штук. И в период вот со вчерашнего вечера и до 20 примерно ноября мы будем ежедневно осуществлять мониторинг, смотреть, как распределяются транспортные потоки, как люди реагируют на новые характеристики проспекта. И в течение вот примерно этих 10 дней будем корректировать и фазы светофорных объектов, и, возможно, какие-то еще дополнительные меры регулирования. Напомним, ремонт проспекта Ленина от улицы Красноярова до улицы Хабарова реализуется в 2 этапа. Полностью работы планируется завершить до конца октября следующего года. Уже стартовал 2-й этап, который охватывает работы от улицы Дзержинского до улицы Хабарова. На участке от улицы Красноярова до улицы Кулаковского заход планируют сделать в феврале следующего года. В Якутии в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» продолжается реконструкция участка региональной дороги УМНАС. Работы ведутся с 11 по 24 километр, начиная от поста ГАИ и до поселка Владимировка. По итогам реконструкции участок расширят до 4 полос, на нем установят шумозащитные экраны и новые автобусные остановки. О ходе работы и сроках сдачи в следующем материале. Региональная дорога УМНАС – важнейшее магистральное направление и, пожалуй, самый популярный туристический маршрут. Это трасса, ведущая к излюбленным местам отдыха жителей и гостей республики – Кленским и Синским столбам, историческим селам Еланка и Синск, зоопарку Ортодойду и множеству туркомплексов, расположившихся на левом берегу реки Лена. Перспективен этот участок дороги в том числе и от того, что входит в подготовительные работы строительства моста через реку Лена. Это будет магистральная улица, дорога городского типа, фактически 2-й категории. На этом участке у нас будет 4 полосы движения с разделительной полосой. Полностью будет обустроены и примыкание, и автобусные остановки. Полностью весь комплекс работ будет выполнен. Естественно, также пешеходные будут дорожки сделаны.
и освещение. Дорога будет такая же, вот как сдали участок реконструкции нам. В данный момент ведется укладка водопропускных труб. Участок реконструкции делится на 2 пусковых комплекса, каждый примерно по 4 километра. Уширение земельного полотна первого участка практически окончено. Основная часть работы впереди. На сегодняшний день выполнено 5% от планируемых работ. По факту выполнено только 2 трубы. В этом году по плану сделать еще 4. И до конца весны примерно, да, еще остатки доделать, ну то есть еще 5. В целом все хорошо, подрядчик проверенный, хороший. Я с этими ребятами работаю с 2016 года. И как бы, ребята местные, дороги Саха, плюс у них субподрядчики, все местные, все как бы делают для себя. Асфальтобетонное покрытие составит 18 сантиметров. Учитывая наши климатические условия, применяется технология укрепления грунтов ресайклинг, достигаемая путем предварительного фрезерования и смешения дорожного покрытия добавками-стабилизаторами. В эксплуатацию участок полностью должны ввести в 4-м квартале 2024 года. Марферина Алексеева, Иван Яковлев, Владимир Павлов, Якутск. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу. Не переключайтесь. В эфире программа «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. Ежегодно с закрытием переправы у жителей заречных районов республики встает вопрос перевозки на противоположный берег. Причем стоимость переправы на судах на воздушной подушке растет с каждым днем. Если в начале этой недели сумма составляла порядка 3000 рублей, то к выходным ценник поднялся на 1500, а то и 2000 рублей. Причем многие рискуют своей собственной жизнью, пытаясь перейти не до конца замерзшую реку пешим ходом. Напомним, с 9 ноября авиакомпания «Полярная авиалиния» организует пассажирские и грузовые авиаперевозки на вертолетах Ми-8 по маршруту Маган-Нижний Бестях-Маган. Оформление билетов осуществляется в кассе авиакомпании в аэропорту Маган. Тариф на перевозку составит 4000 рублей без сборов. В авиакомпании отметили, что детям от 2 до 12 лет предоставляется скидка в размере 50% от взрослого тарифа. Норма бесплатного провоза багажа 20 кг на одного пассажира. На сегодняшний день на реке Лени со стороны поселка Нижний Бестях, Якутск, Леновод-сервис осуществляют пассажирские перевозки 20 хивусов и 4 аэроботами. После образования ледяных торосов перевозки идут с пересадкой на аэроботы. Подробнее в следующем сюжете. Береговой работник Владимир Воронин здесь работает уже много лет. Он помогает транзитам сесть в аэроботы, встречает и провожает. Как говорит Владимир, образовавшиеся ледяные торосы достигают в 2 метра высотой. Из-за этого на подмогу хивусам вышли 4 аэробота. Это так называемые подушки, но уже с железным дном для прохождения ледяных препятствий. Цена проезда 3500. Вот как поднимали мы ее, ставили, она не была у нас выше никогда. Было 3500 постоянно. Сейчас вот завтра должны начать дорогу делать, да, по идее. Ну или сюда куда-то вот на песке. Ну буквально где-то дня 2 будут бить, потому что очень тяжелая обстановка ледовая, очень тяжелая. Плохо лед стал. Как только дорогу сделают, цену обвалят сразу. Пойдут напрямую подушки, людям будет легче ездить. На берегу больших скоплений людей не наблюдается, а вот в выходные дни народу бывает много, говорит Владимир. По мере возможностей водитель воздушных суден перевозит людей без остановок. Суда на воздушной подушке работает с 7 утра до 6 часов вечера. Водители, которые работают на этой технике, вообще молодцы. Вот с пересадкой приходится, потому что с той стороны до середины получается хорошая, вроде бы как уже подмерзла, а дальше тут уже торосы пошли и еще не подмерзла. Вот водителям действительно молодцы, они справляются со своей работой. Ну, цена приемлемая, 3500, нормально. В настоящее время на водных объектах республики отмечается процесс устойчивого ледостава. Необходимо учитывать безопасную толщину льда. Для человека безопасным считается лед толщиной не менее 15 сантиметров, а для автомашин не менее 35 сантиметров. Толщина льда на сегодняшний день недостаточная, имеет недостаточную толщину, так как где-то сантиметров 5, наверное. Поэтому ни в коем случае не рекомендуем переправляться, уходить на лед и, не дай бог,
на автомобилях. Государственные инспекции настоятельно рекомендуют не выходить на еще не окрепший лед, так как высока вероятность провала под лед. Гульнара Мосова, Мигина, Кангаласский район. В Якутске участились случаи нападения бездомных собак на людей. В социальных сетях распространяются заголовки и кадры с нападениями на пострадавших детей. Буквально неделю назад собака напала на 6-летнего ребенка во дворе дома на улице Жарницкого. От гибели мальчика спас охранник соседней школы. Тем временем в городе усилился отлов безнадзорных животных. Всего за неделю в столице отловлена 21 собака. Во всех округах работают 3 подрядчика. Напомним, что по состоянию на начало месяца в республиканские приюты для животных без владельцев поступило более 5000 животных. Вакцинировано около 4000, пристроено новым владельцам более 2000 собак. Возле дома на улице Жарницкого сын с братом играли на улице, и возле центра подросткового напала сзади собака. И сильно покусала вот сзади, и вот где этот... район там, половина головы прокусана, 12 швов наложили, на скорой поехали. И в продолжении темы социально-экономического развития Якутии. Ежегодно вторая неделя отмечается как Всемирная неделя качества, а второй четверг ноября признан Днем качества. В преддверии этого дня в республике провели ряд мероприятий, связанных с приобретением качественных продуктов. О том, как выбирать продукты, которые точно не несут вреда здоровью, узнала моя коллега Галина Чекурова. Закупаться в больших маркетах или в дворовых магазинчиках решают сами покупатели. Несмотря на то, что в магазинах отслеживается качество продуктов, бывают случаи приобретения просроченных товаров. Почти каждый житель знает алгоритм базовых действий для проверки качества продукта. Я всегда хожу в больших супермаркетах. Сегодня вот купила молоко, пельмени и творог. На упаковке смотрю срок годности и производителя, где изготовлено. Несколько раз попадалось то, что срок годности был истекший, поэтому я после этого начала смотреть срок годности. Не все покупатели знают о существовании честного знака, отсканировав который можно отследить весь пройденный путь товара от завода до прилавка. Данные поступают в информационной системе «Честный знак». Код наносят на каждую упаковку молочной продукции, за исключением продукции, произведенной крестьянско-фермерскими хозяйствами. В Play Market и в App Store есть такое приложение «Честный знак». Мы сможем установить на своем телефоне и отсканировать вот Data Matrix код. После отсканирования у нас появляется информация, дата изготовления, срок годности. Да? Если не сходится с маркировкой, да, то мы сможем пожаловаться в Роспотребнадзор. Главный принцип системы «Честный знак» прочитывается в самом названии. Это прежде всего честность перед потребителями и прозрачность всех процессов. Честный знак не является гарантом натуральности продукта. В рамках недели качества Республиканский центр пищевых технологий провел большое количество мероприятий, одним из которых стал мастер-класс по определению натуральности нескольких видов продукции, которые наиболее актуальны в республике. Специалисты наглядно показали, как можно узнать, натурален продукт или нет в домашних условиях. С первой пробы, например, покажем на определении фальсификации молока крахмалом, например. Крахмал добавляют, чтобы консистенция молока была погуще, например. Здесь мы видим, вот, если с крахмалом, например, синеет, он цвет совсем меняется. Если молоко натуральное и хорошее, цвет не меняется, остается такой же цвет йода. Вот видите, сразу вот сравнение посмотрим. Для того, чтобы потребители питались качественными и натуральными продуктами, им необходимо следовать несложному алгоритму действий, а именно проверить продукт через честный знак, а далее провести небольшие опыты в домашних условиях. Галина Чекурова, Семен Афанасьев, Якутск. Айсен Николаев посетил с рабочим визитом Алданский район. На месте глава республики обсудил исполнение указа о социально-экономическом развитии Алданского района и открыл ледовую арену, которую построили в Алдане. Подробнее Руслан Павлов. Еще одна мечта алданцев сбылась. Начала свою работу ледовая арена, которую менее чем за 2 года возвели по программе «Газпром детям». Первый хоккейный матч между местными командами «Полюс» и «Металлург» открыл глава республики Айсен Николаев, совершив первое почетное вбрасывание шайбы в центре площадки.
У нас трехгодовая гарантия на данный объект, и мы никогда не бросаем то, что строим, всегда поддерживаем, оказываем всевозможную помощь. И мы всегда, собственно говоря, продолжаем дружить. И мы не уходим, а наоборот присутствуем в этом регионе, продолжаем строить. Особое внимание Илдархан уделил организации работы по оказанию помощи семьям мобилизованных граждан. В координационном центре у него попросили оказать содействие в организации постоянного канала для переброски мобилизованным медикаментов, одежды и технических средств. Кроме того, глава республики побывал в гостях у семьи, где главу семейства призвали по частичной мобилизации. Конечно, помощь оказывается, и выплаты уже сделаны, есть те вопросы, которые на местном уровне тоже власти решают, люди помогают. И, конечно же, мне бы хотелось пожелать и этой семье, и всем семьям наших военнослужащих, чтобы их близкие, родные как можно быстрее с победой, здоровые вернулись к нам домой. Ремонт и строительство объектов социально-культурной сферы обсудили на совещании по подготовке к празднованию столетия города Алдана, которое будет отмечено в 2023 году. К вековому юбилею первенец промышленности республики должен выглядеть, как подобает имениннику. В целом, понимание по всем уже объектам и благоустройства, и капремонта, и дорожной сети уже есть. Конечно же, сейчас самое главное, чтобы это все было воплощено в жизнь. И в следующем году мы договорились, что главные юбилейные мероприятия по Алдану пройдут здесь в дату окончания Второй мировой войны. Обратный отсчет запущен, и, как показывают наметки, к юбилею Алдан преобразится. К концу совещания завершился и первый хоккейный матч на новой арене, где цифры на табло не имели значения в сравнении с тем, что ознаменовала данная игра. Руслан Павлов, Александр Лукин, Сергей Шипачев, Алдан. Также с рабочим визитом Айсен Николаев посетил Нерюнгринский район, где ознакомился с ходом строительства и модернизации промышленных и социальных объектов, а также обсудил с промышленными предприятиями реализацию планов работы текущего года. Торжественным открытием физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Чульман, построенном по программе «Газпром детям», завершилась сегодня рабочая поездка главы Якутии Айсена Николаева в Нерюнгринский район. Новый комплекс – это второй из 3 объектов, построенных по этой программе, которые начнут функционировать в республике в этом году. В Южной Якутии всегда очень развивался хоккей. Как раз первый чемпионат был проведен именно в Алданском районе. Потом Нерюнгри подхватила это развитие хоккея. И это даст новый всплеск развития хоккея. Также глава Якутии Айсен Николаев проверил ход строительства врачебной амбулатории в селе Иенгра. В 2019 году в связи с аварийным состоянием был закрыт единственный стационар 1975 года постройки. Айсен Николаев поручил ускорить темпы строительства и ввести объект в установленные сроки. И уже в конце этого года жители села начнут получать медицинскую помощь. В этом году, наконец, это такое давнее уже желание иенгринцев воплотиться в жизнь. На завершающей стадии находится строительство объекта, в котором будет не только поликлиника, но и дневной стационар и для взрослых, и для детей. И, конечно же, этот объект медицинский будет оснащен всем необходимым медицинским оборудованием. В селе Иенгра Илдархан посетил семью Крангаус, который вручил посмертную награду гвардии ефрейтора Станислава Крангауза, героически погибшего при выполнении воинского долга в специальной военной операции. Хотел бы выразить вам слова глубокого соболезнования и глубокой признательности за то, что такие люди, как Станислав, у нас в стране есть. А на встрече с промышленными предприятиями Нерюнгринского района Илдархан подвел промежуточные итоги работы в условиях западных санкций, обсудил вопросы исполнения планов предприятий на 2022 год. Айсен Николаев отметил, что работа промышленных предприятий играет большую роль в обеспечении благополучия района, республики и страны в целом. В целом хочу сказать, что компания с честью выдерживает те планы, которые были заложены на 2022 год. И уверен, что и результаты по году будут тоже неплохие. Ну, те проблемы, те вопросы, которые есть, мы, конечно, будем и вместе с руководством района, и с профильными министерствами, и с федеральным центром вместе все решать. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами. Это программа «Якутия. День за днем». Мы продолжаем.
Также Айсен Николаев провел рабочую встречу с главой Ленского района Жумартом Абельмановым. Стороны обсудили вопросы социально-экономического развития района, в частности, строительство общежития на 250 мест для студентов Ленского технологического техникума, а также ремонт дорог и реконструкцию аэропорта. Кроме этого, глава Якутии поручил проработать строительство корпуса инфекционной больницы в Ленске. На нашей территории находится два таких месторождения, как Чайна и Талакан, и порядка 20 тысяч вахтовиков. На самом деле, когда пандемия началась, этот вал весь пошел на больницу Ленского района. У нас очень старый корпус инфекционного отделения. Сегодня стал вопрос о строительстве нового корпуса инфекционной больницы. Соответственно, тоже глава это одобрял. В ближайшее время будем отрабатывать с газовиками, с нефтяниками строительство инфекционного отделения. В этом году Республиканский национальный центр медицины отмечает свой 30-летний юбилей. В рамках празднования организованы различные мероприятия с участием международных и российских экспертов и врачей. Открыто 2 новых отделения и успешно проведена уникальная операция. Обо всем этом смотрите в сюжете Светланы Амосовой. На протяжении 30 лет медицинский центр помогает людям из всей республики с лечением различных болезней. Благодаря слаженной работе руководства и коллектива, сегодня организация только развивается и идет в ногу со временем. 10 ноября состоялось уникальное и эпохальное событие для республики. Впервые в истории здравоохранения Якутии выполнили эмболизацию миомы матки через артериальный доступ. Это стало возможно благодаря вводу кардиососудистого центра с мощным техническим оснащением, а именно с помощью ангиографической установки. Образование удаляли через маленький прокол в артерии, то есть без разрезов и шрамов. Эмболизация маточных артерий для женского здоровья – это отличный способ сохранить матку там, где раньше шансов не было. Таким образом, у вас в республике удастся сохранить женское здоровье огромному количеству женщин современным, малотравматичным, очень щадящим способом. Якутские хирурги обучены и готовы работать с современной методикой лечения. Операции уже внедряются в повседневную жизнь. Начинается абсолютно новое современное веяние детской хирургии в республике. В педиатрическом отделении торжественно открыли центр амбулаторной хирургии. На первом этаже располагается сразу амбулатория, операционный и стационар. Мы хотели открыть такой центр амбулаторной детской хирургии. Он действительно необходим, уже время назрело, потому что есть контингент детей, которые не могут попасть по своей патологии в большие стационарные подразделения, но и в поликлиниках города им помощь тоже не оказывается. Эти дети долгое время ходят в платные клиники, мыкаются, и не во всех платных клиниках возможно даже удаление таких образований, и такие услуги оказываются. Специалисты помогают детям с малохирургической патологией, подместное и общее обезболивание. Такие операции не требуют стационарного лечения. 9 ноября врачи успешно приняли первых 6 пациентов и уже вечером выписали домой. Также в рамках юбилейных мероприятий запустили работу приемного отделения клинического центра. Необходимость его открытия назрела во время пандемии коронавируса. Теперь проведение приема пациентов стало более организованным и удобным для населения. Официальная торжественная часть празднования юбилея состоялась в культурном центре «Сергелявские огни». В рамках мероприятия лучшим врачам вручили высокие награды, в том числе и Евгении Копыриной. Она удостоилась почетного звания «Заслуженный врач республики». Евгения Никифоровна работает в Национальном центре со дня его основания и внесла огромный вклад в развитие нефрологии. Я, конечно, благодарна Богу, благодарна судьбе, очень благодарна своей матери, потому что, как сказать, с молоком матери я врач с детства. В становлении Национального медицинского центра как ведущего учреждения здравоохранения не только в республике и на Дальнем Востоке, но и во всей стране большую роль сыграл первый президент Якутии Михаил Ефимович Николаев. Ко мне поступает очень много предложений, в том числе от медицинской общественности республики, о целесообразности присвоения имени Михаила Ефимовича Николаева нашему Национальному центру медицины. Всецело признавая фундаментальный вклад первого президента в развитие медцентра и всего здравоохранения республики, я поддерживаю эту инициативу. За 30 лет работы центра сделано многое. Со строительством и открытием учреждения в 1992 году республика получила большой рывок в развитии и использовании высокотехнологичной медицины. Светлана Амосова, Илья Сыромятников, Семен Афанасьев, Якутск.
Фестиваль «Зима» начинается с Якутии. В этом году пройдет с 28 ноября по 4 декабря в очном формате. По многолетней традиции именно в Якутии зажигается первая новогодняя елка страны. В рамках подготовки региональное агентство развития туризма и территориального маркетинга формирует пакетные предложения для туристов из других регионов России в рамках нерегулярных рейсов с 29 ноября по 4 декабря. Программа фестиваля порадует уникальными яркими событиями. Якутия приглашает гостей первым встретить зиму, почувствовать тепло нашего гостеприимного края и окунуться в мир праздника. Поезд Деда Мороза прибыл во Владивосток. 22 октября зимний волшебник из Великого Устюга отправился в путешествие по всей стране на праздничном поезде. Украшенный состав состоит из 19 вагонов, включающих сцену, салон приемной Деда Мороза, сувенирную лавку и сказочную деревню. Подробности в материале наших корреспондентов. Праздник к нам приходит. Новогоднее настроение в буквальном смысле привезли сегодня в столицу Дальнего Востока. Всеми любимый Дедушка Мороз прибыл с новогодней программой, которая окунула всех присутствующих в атмосферу зимней сказки. Дед Мороз отправился в путь из Великого Устюга за 70 дней до Нового года. Его поезд проедет более 33 тысяч километров пути, побывает более чем в 130 городах России и впервые прибыл в Приморье. Самой восточной точкой путешествия станет Находка. Здравствуйте, здравствуйте, внучата мои дорогие, малыши и взрослые. Каждый ребенок хочет увидеть Деда Мороза, все верят в чудеса, и, конечно, всем хочется, чтобы Дед Мороз приехал и в их город тоже. Когда услышали музыку, когда увидели поезд, очень поднялось настроение, стало очень вообще интересно увидеть самого Деда Мороза. Мы встретили Деда Мороза с танцевальной группой, мы подарили ему танец, танцевали вместе с маленькими ребятами и помогали на подтанцовке нашим руководителям. Несмотря на ноябрьский день, было полное ощущение, что до главного праздника считанные минуты. И вот-вот зазвучат куранты. Аниматоры и команда Деда Мороза устроили настоящий праздник всем, кто собрался, и напомнили, что уже нужно начинать думать, какое желание предстоит загадывать в новогоднюю ночь. Когда я увидела Дедушку Мороза, у меня появилось новогоднее настроение. Я видела Деда Мороза, Снегурочку, мышек, снеговика. Нравится очень праздник и Дедушка Мороз. На праздник пришли разные животные. Снегурочка, артистов, танцевальные и вокальные зайка и еще одна зайка. Очень скоро мы продолжим нашу... Представление подарило детям потрясающие эмоции и напомнило, что Новый год очень близко. И совсем скоро на улицах города появятся елки и праздничные украшения. А у людей ожидание чего-то волшебного. Лидия Гасанбалаева, Владивосток. Такой запомнится минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Мы и дальше продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». В студии работал Петр Васильев. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.